Все мы любим шоколад, пьем чай и добавляем молотую корицу в свежеприготовленный капучино по утрам. Но задавались ли мы вопросом, а где все это произрастает? Есть в мире остров, где растут специи на любой вкус. Рис, чай и какао, а гигантские слоны вальяжно разгуливают в условиях дикой природы. Интересно? Тогда добро пожаловать на остров Шри-Ланка. Шри-Ланка – это древнейшая страна, известная на весь мир под другим названием – Цейлон. Так он назывался раньше. Гордость Шри-Ланки – обширные чайные плантации и бескрайние рисовые поля. Самобытные традиции местного населения, свобода вероисповедания, многочисленные памятники и храмы привлекают сюда множество гостей. Туристы едут на Шри-Ланку, чтобы насладиться яркими красками неподдельной экзотики, не испорченной никем природой, и искупаться в теплых водах Индийского океана. Знакомство с буддийскими и индуистскими святынями, с бытом жизнерадостных ланкийцев, изучение национальных природных парков, посвящение в тайны производства чая – все это подарит незабываемые впечатления от поездки на этот удивительный остров. Шри-Ланка расположена всего в 8 сотнях километрах к северу от экватора, между Индией и Мальдивами. Климат на острове влажный, субэкваториальный. Очень интересен и национальный состав Шри-Ланки. Около 60% населения составляют сингальцы-буддисты, 30% – тамильцы-индуисты. Остальные 10% приходятся на арабов-мусульман и европейцев-христиан. Долгое время остров был английской колонией, что дало начало бурному экономическому развитию региона и оставило свой след в политико-социальном устройстве страны и ее архитектуре. Поездка на Шри-Ланку требует особой подготовки. Если вы планируете не только пляжный отдых, но и обширную экскурсионную программу, то стоит заранее найти гида с машиной, который будет сопровождать вас в течение всей поездки. Хотя Шри-Ланка и известна своими золотыми пляжами, мы решили поехать вглубь острова и познакомиться ближе с богатой культурой и чистой природой. Прямо из аэропорта Коломбо мы направляемся кататься на слонах в специализированный парк Миллениум. Прямо у входа нас встречают гигантские индийские слоны. Каждый гость может покормить их специально заготовленными экзотическими фруктами и овощами, а также покататься верхом. Слоны очень умные животные, поддающиеся дрессировке. Несмотря на свой огромный размер, опасные клыки и сильный хобот, здесь они не представляют никакой угрозы для человека. Кататься на слонах тут предлагают только под контролем опытного дрессировщика. С парком слонов граничит народный медицинский сад. Здесь можно посмотреть, как растут тропические специи и лекарственные растения, которые входят в состав известных нам лекарств и косметологических средств. Это сталовера, джожоба, силония авокадо, бильсандал, чарлисточки, папайя, мята, сафран, куркум, хайбискус и миндаль. Это что, которое помогает от солнца ожоги. Здесь же маленький магазинчик, где можно купить все, что вам понравилось. Это, друзья, королевские желтые кокосы. Они самые вкусные. После увлекательного катания на слонах и невероятной ароматерапии в медицинском саду мы направляемся в город Дамбула, где расположен знаменитый храмовый комплекс. Дорога к нему пролегает через небольшой горный массив по извилистой тропе.
На всем маршруте нас сопровождают обезьяны-зеваки, которые здесь живут в дикой природе. А сейчас мы приехали в храм Золотого Будды в Дамбуле, и этот храмовый комплекс высечен в скале. Храмовый комплекс построен в 1 веке до нашей эры и состоит из нескольких храмов. Храм Спящего Будды – самый большой пещерный храм в Южной Азии. Он состоит из 5 пещер. А сейчас, преодолев бесчисленное множество ступенек, мы попали в пещерный храм в Дамбуле. И, как и в любой буддийский храм, нужно заходить обязательно босиком. Будем смотреть. Храмовая роспись Дамбулы также считается самой большой в этом регионе. Здесь собрана самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более 2000 лет. Комплекс располагается на вершине горного холма. Здесь растут удивительной красоты экзотические деревья, усыпанные цветами, а с холма открывается завораживающий вид на огромную долину. Здесь время теряет какой-либо смысл, а душа сама собой находит умиротворение. Следующий день мы посвятили поездке в Сигирию. Крепость Сигирия, что в переводе означает «львиная скала», расположена в центральной части Шри-Ланки. Это одна из самых популярных достопримечательностей острова. Руины древнего дворцового комплекса с бассейнами, акведуками, террасами, парками, садами и фресками раскинулись на обширной территории и расположены не только на равнине, но и на самой скале высотой 150 метров. Комплекс служил и в качестве буддийского храма, и в качестве королевского дворца, пока последний не пришел в упадок. На вершину горы ведет очень извилистая и крутая лестница, высеченная в скале. Узкие пещерные коридоры переходят то в винтовые лестницы, то в узкие металлические лесенки над зияющими пропастями, а бродячие обезьяны то и дело пытаются обчистить рюкзак в поиске еды. На вершине скалы можно увидеть остатки древних хранилищ с водой и развалин дворцового комплекса. Отсюда открывается завораживающий вид на ближлежащую саванну. Сигирия – это удивительное место, дающее туристу возможность прикоснуться к древности и познакомиться с историей страны. После посещения Сигирии мы направились в сторону горного водопада Рамбода. По пути мы решили заехать в культовое для местных тамильцев место – индуистский храм Шри Мутумариаман в Матале. А это индуистский храм, который посвящен богине плодородия. Этот храм является главной достопримечательностью города. Он посвящен богине дождя и плодородия Мариамман и выполнен в дравидийском архитектурном стиле, традиционном для индуистских храмов. Он был возведен в XIX веке на подаренной одним из жителей города земле. Что примечательно, храм используется как буддистами, так и индуистами. Продолжаем двигаться дальше в сторону водопада. Примерно за полчаса до прибытия, когда наша машина начала подниматься выше в горы, начали появляться сочные зеленые чайные плантации. Ландшафт резко начал меняться, и вместо пальмовых и манговых зарослей мы увидели горный хвойный лес. Дорога к самому водопаду лежит через территорию прилегающего отеля Рамбода Фоллс Hotel. А сейчас мы приехали на водопады Рамбода Фоллс, которые находятся около чайных плантаций. Рамбода – это удивительно красивый водопад, расположенный в горах Нувараэли и на перевале. Его высота 109 метров, и это один из самых высоких водопадов Шри-Ланки. Струи водопада образуют природный для купания бассейн, сливаясь в месте падения. Напротив водопада – смотровая площадка, а также дорожка, ведущая к его подножию. Самое время для вкусного завтрака с видом на Малый Викадам.
Полюбовавшись водопадом и переночевав в местном отеле, на следующий день мы отправились знакомиться с чайными плантациями Шри-Ланки. В этом районе острова они повсюду. Наш выбор пал на одну из старейших фабрик – Bluefield. А сейчас мы находимся на чайной фабрике Bluefield, на которой нам обязательно расскажут все тонкости чая, его различия и изготовления. Здесь выращивают и изготавливают чай с 19 века. Мы прогулялись по чайным плантациям, познакомились с производством чая и его этапами. Заботливый гид объяснил нам, какие виды чая существуют, в чем основные отличия и как возраст чайного листа влияет на вкус и полезные свойства этого напитка. Безусловно, мы продегустировали местные чаи на самой фабрике. Ну что ж, друзья, наконец мы на чайных плантациях. И я бы хотел вам показать, что же собирают местные сборщики чая. Итак, только 3 верхних листика, 2 из которых используются для изготовления черного и зеленого чая, и только верхний используется для изготовления самого дорогого чая, белого. Легкий и прохладный горный воздух создавал невероятное настроение. Этот регион славится не только своими чаями, но и производством овощей и ягод, которые произрастают в более северных широтах, например, клубники. За счет высоты чуть более 2000 метров над уровнем моря здесь нет такой жары, а климат напоминает вечное альпийское лето. Где мы только с крымско-татарским флагом не бывали, но вот мы и посетили чайные плантации Шри-Ланки. Мы продолжили свой путь через город Нувара-Элия. Это главный город в этом районе, архитектурно напоминающий маленькую Англию. Здание центральной почты в английском стиле, огромный ипподром, горное озеро и индуистские храмы – все это создает удивительный колорит. Немного осмотрев чайную столицу Цейлона, мы двинулись дальше, в город Элла, известный своими горными пейзажами и легендарным железнодорожным 9-арочным мостом. По дороге мы обнаружили еще один крупный водопад. А сейчас мы приехали на водопады Эллы под названием Галмы. Здесь толпы туристов со всего света ждут своей очереди, чтобы сделать фотографии на фоне водного гиганта. А неугомонные обезьяны бегают вдоль дороги в надежде выпросить себе еду. Впереди нас ждал красивейший закат с видом на пик Адама, на террасе нашего отеля и вкуснейший традиционный ужин. На Шри-Ланке есть еще 2 достопримечательности – Малый пик Адама и Большой пик Адама. Друг к другу они никакого отношения не имеют, однако почему-то называются примерно одинаково. Так вот, терраса номера моего отеля с видом именно на Малый пик Адама. А сейчас, дорогие друзья, будем пробовать традиционные шри-ланкийские блюда. Это крем-суп, вегетарианский крем-суп, и рис с овощами, и курица, приготовленная с грибами, и, конечно же, овощной салат. На Шри-Ланке невероятное богатство вкусов и ароматов. В целом местная кухня очень похожа на индийскую. Здесь можно найти мясо и рыбу, курицу карри, вкуснейшие лепешки, острые блюда с добавлением кокосовой стружки, всевозможные варианты риса, а также восхитительные десерты. Я даже не буду перечислять, какие фрукты можно попробовать на острове Шри-Ланка, потому что здесь есть абсолютно все. А сейчас мы находимся на чайных плантациях Нувара-Элии. Это самые высокие чайные плантации. И чем выше растет чай, тем лучше его качество и, соответственно, выше его цена. На следующий день мы отправились к 9-арочному мосту Эллы. Он находится на железнодорожном пути между Эллой и городом Дамодара. А сейчас я познакомлю вас с одной из самых главных визитных карточек Шри-Ланки. Это 9-арочный мост. Он был построен в 1921 году, полностью из кирпича, камня и цемента, без использования металла и бетона.
В то время он считался настоящим инженерным чудом Шри-Ланки. Мост до сих пор действующий. Поезда здесь проходят 12 раз в день, и в эти моменты здесь собирается огромное количество туристов. Далее наша дорога лежала в сторону Коломбо через один из главных городов Шри-Ланки – Канди. Здесь расположен знаменитый на весь мир храм Зуба Будды. А вот и главный храм на Шри-Ланке – храм Зуба Будды. Этот храм был специально сооружен для хранения великой святыни. Именно здесь, под бдительным оком монахов и многочисленной охраны, находится зуб Будды, спасенный из пламени его погребального костра. Несмотря на всю скромность, которую буддисты проявляют в быту, этот храм один из самых богатых и роскошных на Шри-Ланке. Он входит в большой комплекс зданий, включающий также Королевский дворец, зал для аудиенций, дворец королевы и другие. Особую атмосферу храмовому комплексу придают ароматные палочки, которые буддисты зажигают в храмах и священных местах. Еще одной достопримечательностью Шри-Ланки является ботанический сад в Канди. Ему, просто вдумайтесь в эту цифру, 2 века. По дороге в Коломбо мы ненадолго заехали в еще одно место – питомник слонов Пинавалли. Здесь в русле широкой реки живут десятки слонов. Многих из них выгуливают по улицам небольшого городка под аплодисменты и восторженные возгласы туристов. Здесь можно встретить слонов разных возрастов и пород. Очень увлекательно и занятно смотреть на жизнь этих животных практически в дикой природе. Последний вечер на острове мы провели в самом большом и важном городе страны – Коломбо. Это большой и современный город с государственными учреждениями, торговыми центрами и роскошными гостиницами. Одна из таких – Марина Бич Коломбо, которая во многом копирует сингапурскую Marina Bay Sands. Здесь очень просторные номера, обставленные по последнему слову техники, шикарные рестораны и бары, а также собственный бассейн на крыше и одноименный торговый центр. Шри-Ланка оставляет очень яркие воспоминания. Это островное государство с богатейшей и разнообразной природой, добродушными гостеприимными людьми и вековыми традициями. Здесь жизнь течет своим размеренным чередом, и порой кажется, что время на острове остановилось. А каждый турист, который посещает это удивительное экзотическое место, увозит с собой чемодан специй, чая и отличного настроения.